Учет безнадзорных животных должен осуществляться вместе с их классификацией. Такое мнение прозвучало сегодня на заседании Совета руководителей Советов Коми в Госсовете. Парламентарии, эксперты и представители правительства обсудили безопасность в муниципалитетах, работу дружинников и контроль над братьями нашими меньшими. Что предложили депутаты, расскажет Евгений Стокос. 28-е собрание руководителей Советов Коми впервые за последнее время проходит очно. Здесь представители всех муниципалитетов, и первый вопрос самый животрепещущий – безнадзорные собаки. Накануне президент страны поручил правительству разработать систему учета домашних животных. Это обсуждение в кругах законодателей идет давно. Наши парламентарии после нескольких вопиющих случаев нападения клыкастых на людей в Коми довели таки тему до федерального уровня. Каждый год безнадзорники кусают только в нашей республике около 2000 человек. Депутаты предлагают не только учитывать таких собак, но и разделить их на категории. Самое главное – это регулирование популяции бездомных собак. Либо выработать критерии, по которым определять социальная собака, социализируемая собака или нет. Отношение к людям, агрессия необоснованная. Первая часть вопроса – это безопасность и возможность каких-то критериев для того, чтобы вот эту опасную часть животных, безнадзорных, каким-то образом нейтрализовывать. И вторая часть – это финансовая, потому что это все за счет бюджета содержать, но я считаю, что это тоже достаточно накладно. Такие инициативы поддержали больше десятка других регионов страны, так что мы не одни с нашей четвероногой проблемой. Минсельхоз Коми предлагает комплексный подход – создать единую специализированную организацию по отлову животных. В некоторых муниципалитетах на конкурс по отлову четвероногих, напомним, вообще никто не заявляется. Плюс строить приюты, которые отвечают федеральным требованиям. Типовой проект до 1 июня реализуют в Печоре. Ограничивать кормовую базу, проводить акции по стерилизации и, одно из самых главных, приобрести программы учета животных, например, как у кинологов МВД. Все их животные чипированы, имеют систему учета в базе данных. База данных у них общая по всей стране. Соответственно, если где-то собака потерялась, ее нашли, сняли информацию и увидели, там, из какого региона, из какого города, из какого подразделения, вплоть до того, какой сотрудник за собакой закреплен. Парламентарии признаются, законы, особенно федеральные, меняются долго, так что быстрого решения ждать не стоит. Тем не менее, обсуждения на всех уровнях на завершающей стадии. Серьезные сдвиги в вопросе произойдут уже в ближайшие 6-9 месяцев. Еще один вопрос на заседании Совета – защита от двуногих нарушителей порядка и, что важно, участие граждан в добровольных народных дружинах. Где это дело развивается, там, как правило, спокойнее. На данный момент у нас во всех муниципальных образованиях созданы народные дружины. Их общее количество составляет 30 народных дружин, в состав которых входит 384 человека. В 2020 году с участием народных дружин было выявлено более 2000 административных правонарушений. Для популяризации такой общественной работы уже второй раз прошел конкурс «Лучший народный дружинник». Кроме того, скоро за популяризацию, если можно так выразиться, службы в дружине появится и специальный знак отличия за вклад в развитие народных дружин. Евгений Стокос, Олег Юшков, Юрган.